Коми прошла стажировочная сессия «Учим, знаем». Это федеральный инновационный образовательный проект, направленный на обучение и социализацию детей, находящихся на длительном лечении в медицинских центрах. Специалисты из Москвы и Коми делились образовательными практиками, вели дискуссии, мастер-классы и, конечно, уроки в Республиканской детской клинической больнице, где с 2018 года открыта региональная площадка проекта «Учим, знаем». В чем особенности госпитальной педагогики и почему так важно продолжать обучение даже в больнице, узнала Ольга Коняева. Первая собака, отправившаяся в космос, звали Лайка. Да. Вторыми полетели Белка и Стрелка. Белка и Стрелка. Урок литературного чтения в госпитальной школе Республиканской детской больницы. 3 ребенка из разных районов, 1, 3 и 4 класс. А завтра здесь могут быть уже другие дети. Благодаря мастерству педагога, несмотря на новую обстановку и незнакомых людей, ученики чувствуют себя комфортно. Мне тут не скучно, мне как в своей школе здесь. То есть все нравится, да? Да. Образовательный процесс с учетом особенностей заболеваний и рекомендаций врачей. С детьми работают специально подготовленные учителя, тьюторы, психологи. Помогает знание методологии работы с каждым возрастом, отмечает Ирина Колесова, педагог с 30-летним стажем. Что мы делаем в госпитальной школе, в отличие от общеобразовательной школы? Это, конечно, создание индивидуальных образовательных маршрутов. Индивидуальный образовательный маршрут, он направлен на конкретные потребности конкретного ребенка. То есть, если в школе я работаю на класс 8-летних детей, 2 класс, я ориентирована на этот возраст. Здесь я ориентирована конкретно на индивидуального ребенка. С учетом того, что ведь ко мне приходит не просто школьник. Для меня это младший школьник, да, но с другой позиции он же еще и пациент. Госпитальное образование в Коми начали развивать еще в 1960-х. Сегодня обучение, кроме РДКБ, налажено в Республиканском противотуберкулезном и кардиодиспансере, санаториях Лозым, Сосногорск, детском отделении психиатрической больницы. Это около 300 учащихся каждый день и 40 педагогов. Наши дети очень активные участники. Они принимают участие в олимпиадном движении, в конкурсном движении, в различных социальных акциях, во всероссийских мероприятиях. И, конечно же, занимают 1, 2 и призовые места. И знаете, очень приятно, когда ребенок закончил свое лечение, получил справочку со всеми отметками по учебным предметам, и он показывает те грамоты, которые он здесь, находясь в больнице, смог получить. Для нас это самое важное. Для нас главное вот при помощи образовательной среды помочь ребенку прежде всего выздороветь. Прежде всего справиться с этой нестандартной ситуацией, в которую он попадает в больнице. Даже 3 недели в условиях медицинского стационара ребенку важно жить полноценно. А порой юным пациентам приходится месяцами жить в больнице. Нужна благоприятная среда и оптимистический настрой. Мы психокоррекцией занимаемся, используем элементы арт-терапевтической коррекции, то есть через рисунок, через пластилин, через бумагу. То есть у нас очень много вот таких методов, которые помогают ребенку справиться со своими эмоциями, со своим состоянием. С 2018 года в Республиканской больнице организована площадка федерального проекта «Учим, знаем», благодаря чему создана полноценная образовательная среда с интерактивной доской и планшетами для ребят. Применяются специальные практики работы с тяжело больными детьми. Да, конечно, мы учим наших детей. Да, конечно, мы делаем, чтобы они отстали от школьной программы. Мы рассчитываем так нагрузку, чтобы учитывать тяжесть переносимого заболевания, многие другие факторы. Но самое главное – это те события, которые происходят у ребенка каждый день. Потому что, чтобы победить тяжелую болезнь, надо видеть тот свет в конце этого туннеля, достаточно темного, непредсказуемого, то вверх, то вниз, и который помогает этот свет двигаться и ставить перед собой цели и наряду с лечением выздоравливать. В медицинских стационарах страны на длительном и тяжелом лечении находится больше 250 тысяч детей. Проект «Учим, знаем» за 8 лет охватил ряд крупных федеральных центров и 50 региональных больниц. Для юных пациентов, порой с недетскими диагнозами, это современное образовательное пространство, общее и дополнительное образование, творческие мастерские. Не так давно появилось и свое телевидение. Мы «Учим, знаем ТВ». В 6-й раз выходим к вам с актуальными новостями. Они не только учили свои роли, но и придумывали костюмы, рисовали афиши. Давайте посмотрим, как это было. Желаю, чтобы все ваши поставленные цели были достигнуты, мечты исполнены. Поддержку проекту оказывают крупные компании, организации и известные люди. В стенах больниц ребята жаждут общения, встреч, событий.
Дорогие ребята, ученики школы «Учим, знаем». Я так понимаю, что с сегодняшнего дня могу вас называть еще и взрослым, емким словом «коллеги». Республика продолжает сотрудничать с проектом «Учим, знаем». Создание образовательной среды в больницах, взаимодействие семьи, госпитальной школы и вопросы адаптации после лечения. Все это часть сложного комплекса медицинской и психолого-социальной реабилитации ребенка. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».